Видеооко «Аносплав» находится в гостях у... Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Восхождение». Так, здесь мы общаемся с Жанной, Шамсудиновной Аслаханова, которая является... председателем, заместителем председателя общественной организации и руководителем ресурсного центра развития социально ориентированных некоммерческих организаций. С вами мы первоначально знакомились на съездах Российского агентства развития информационного общества и на конгрессах по развитию электронной демократии, насколько я помню. Да. Вы очень инициативная, пробивная девушка. Расскажите, как вам удалось реализовать, создать ресурсный центр снизу? Ну, к нему мы шли долго. Нашей организации 7 лет, и у нас сразу же изначально были взяты планы на комплексное и системное развитие организации. То есть нас не устраивали одноразовые мероприятия, которые, да, приносили кратковременный эффект и эффективность для той категории, с которыми мы работаем, а мы работаем с инвалидами, и мы решили создавать комплексную систему. И вот начинали мы с курсов бухучета, английский язык, 1С бухгалтерия, ПК, то есть обучали всех желающих бесплатно на этих курсах. В основном это были члены нашей организации, но приходили из других организаций. И вот постепенно эти курсы переросли в систему, и нам стало мало этого формата. И мы решили, что нужно обучать не только членов организации, не только физических лиц, но и общественные организации, ведь общественников нигде никого не учат. Поэтому мы решили, что нужно заниматься профессионально, даже общественной работой. И мы создали этот ресурсный центр. Главное, что не профессионально, а грамотно, по-человечески, душевно. Вы провели вот до этого консультацию, и я был приятно удивлен, как в доступной форме вы разъясняли то, что бывает непонятно с точки зрения небанальной юрисдикции, скажем так. Совершенно верно. У нас проходят консультации и по бухучету, и юридические консультации. Кстати, сами консультации юридические у нас проводит человек в коляске, инвалид первой группы, плюс еще, она незрячая полностью, и плюс еще ДЦП у нее. Но она окончила вуз и проводит консультации по правовым вопросам. Мы ее специально тренируем, обучаем, стажируем, чтобы она стала специалистом по социально ориентированным некоммерческим организациям. Потому что таких юристов мало, мягко сказать. А вот то, что мы проводим действительно душевно, скажем так, это правда, потому что все общественники, они по велению души приходят в эту систему. И мы относимся к каждому человеку индивидуально. Поэтому то, что бюджетные организации проводят, например, бесплатные юридические консультации, после их бесплатных консультаций они приходят к нам, где получают подробнейшую для себя информацию, как поступить в конкретной ситуации. Поэтому... Жанна, скажите, пожалуйста, какие помещения вы используете в вашем ресурсном центре? В ресурсном центре у нас есть помещение, которое мы получили в безвозмездное пользование от муниципалитета. Это что? Это была большая наша победа, потому что добивались мы долго этого, но все-таки сумели доказать, что мы реально работаем, и для этого нам необходимо расширение. Поэтому, получив это помещение, мы оборудовали, вот как вы видите, этот компьютерный класс, где у нас проходят занятия. И не только с членами организации, приходят к нам из близлежащих домов люди, пенсионеры, школьники, которые имеют возможность получить навыки общения с помощью ПК, который мы тоже обучаем, и выходом в интернет. И кроме того, у нас есть помещение по нашим социальным проектам. У нас есть проект «Массажный кабинет». Мы открыли массажный кабинет для трудоустройства инвалидов, членов своей организации. У нас есть типография, тоже идет как социальное предприятие, тоже для трудоустройства инвалидов.
То есть мы занимаемся социальным предпринимательством. Это уже приносит свои плоды. Сегодня у нас состоялась консультация с выпускниками нашей школы социального предпринимательства. Эта школа социального предпринимательства открыта в рамках проекта «Ресурсный центр развития СОНКО». Поэтому мы, занимаясь выпускниками школы, разрабатываем бизнес-проекты от идеи. У них были идеи, у них еще осталась масса идей, и они сейчас прям фонтанируют этими идеями. И мы, дорабатывая эти проекты, запускаем новые социальные предприятия для трудоустройства инвалидов, для развития детского творчества, для развития самих социально ориентированных организаций. И мы оказываем, кроме этого, социальные услуги. Но это уже другая сфера, там будет уже идти по реестрам. Поэтому мы готовим другие организации для включения в реестр поставщиков социальных услуг, в реестр исполнителей общественно полезных услуг. То есть вопросов масса, поэтому наше помещение используется по целевому назначению, скажем так, в большом объеме, и мы имеем возможность проводить эти все занятия квалифицированно, качественно, и самое главное, они очень необходимы всем, с кем мы работаем. Коммунальные услуги Платим сами. сами. Да. А какие-то взносы, либо каким образом, либо проектная деятельность? Сейчас это по проектной деятельности идет, но планируем перейти на самофинансирование, чтобы наши социальные предприятия заработали бы деньги для того, чтобы развиваться дальше. Я считаю, что ваша практика очень полезна и может быть продуцирована в других регионах Российской Федерации. Несомненно, мы работаем с омскими партнерами, у нас есть партнеры в Москве, и вместе разрабатываем проекты, которые помогают тиражировать вот такие хорошие, лучшие практики по России. Жанна, позвольте вам от нашей организации «Аносплав» вручить учебно-методическое пособие по коми-национальной борьбе. Здесь в виде видеофильма описана теория и практика коми-национальной борьбы. Упражнения первого тура могут быть использованы в рамках, скажем, деятельности вашей организации. Да, это, я думаю, пригодится нашим ребятам. Они с удовольствием воспринимают все новое. А то, что именно вот по коме, это нам очень интересно, потому что мы, южане, привыкли немножко к другим видам, но я думаю, что это будет полезно и в сочетании с нашими использовать и другие варианты. В коме очень много было и есть представителей Краснодарского края. В частности, поселок Комсомольск-на-Печоре, откуда я родом, строили комсомольцы из Краснодарского края. Я думаю, что вот такой совместный проект по поводу воссоздания истории, тоже мы как-нибудь с вами его продумаем и запустим. Это очень интересно. Интересно? Конечно. Я думаю, и молодежи это будет интересно. Да. Дай Бог вам здоровья. Спасибо большое.